до последнего. Это был героизм незапланированный. А то, что героизм, что незапланированно, Сталин очень не любил. Очень не любил. Героизм должен планироваться государством. Выделяется заранее герой, безупречной биографии, герой это там что-то делает, и ему дают героя. Все довольны, никто не подкупается. И если говорить о том, что это русский характер, то это неверно, потому что и очень неверно. Потому что там был совершенно редкий гарнизон, там было огромное количество, там практически все национальности Советского Союза. Украинцы, белорусы, русские, евреи, немцы Поволжья, татары, чеченцы, ингуши, молдаване, кого только там не было. И вот все они, не признавая никаких команд, ничего на свете, они вдруг почувствовали прилив нормального, старой русской нравственности. Врагу не сдаются. Ну, не сдаются врагу. Не потому, что это святая советская земля, родина столица, да ничего подобного, потому что это моя земля. Судьба защитников Брестской крепости незавидна. Единицы прорвались к своим, тот, кто был ранен, попал в плен. Остальные погибли. Раненых ждали немецкие концлагеря, после войны допросы в НКВД, которые нередко приводили снова в лагерь, на этот раз советский. Лишь к началу 60-х